Кто-то здесь бродит, ходит. Подсечку не забывай. Нет. Нету. Ну что-то тебе не хочет щука идти. Есть. Тихо, тихо, спокойно, спокойно. Опа-на. А говоришь, нету. Как подсек это вообще. Ну гуляла. Такая же практически, да? Да. Вот, я сказал. Какая красавица. Двушечка железная. Да. Всем доброго утра. Сегодня спали как дома, получается. Намного комфортнее, намного уютнее, не холодно, не жарко. Вообще выспались, проснулись. Половину где-то 5-го, наверное, идет дождь. Поливает дождь. Ну что, закинули печку и дальше спать. В общем, дождь сегодня нам дал отдохнуть по полной. Сейчас смотрим, дождь прекратился. Ну плюс 2 градуса. Потеплело, и скорее всего сегодня, наверное, будем выезжать, потому если мы не выйдем, придется чистить очень много рыбы. А рыбу мы сегодня поймаем. Вот, так что встаем, поднимаемся, завтракаем. Я на завтрак уже знаю, что сегодня будем кушать. Опять гречневую кашу с тушеночкой. Но на этот раз уже это будет все не самодельное, а это все будет покупное в баночках. Баночка тушенки, 2 баночки каши. Как? О, вернем и поедем. Сегодня снег будет валиться. Держать уже урагана уже, наверное, не будет. А с грузом кататься как бы не очень. Да? Так что сегодня будем выезжать, скорее всего. Как-то вот так. Соберем пару ведер рыбы и поедем, да, Серег? Так и сделаем. А теперь пошли завтракать. Ой, тогда вот мягче будет. Ох, 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 ох. Ох, 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 ох. Что же я маленький не сдох, а теперь уж не дай бог. Наслаждаемся печорской красотой, завтракаем. И как бы пришла такая мысля проверить лед Печоры, особенно на спуске, где были промыты, промоены пешней, пробуриться, толщину льда замерить. И если позволяет, хотя бы сегодня, а может быть уже и завтра. В общем, хочется съездить, проверить на Печоре пару мест. На протоке там ниже, вот как бы тоже есть места. Зимой там ничего не ловилось, но камеру мы окуня видели. Возможно, сейчас окунь активировался. Да там и не только окунь, там может быть что угодно. И язь, и сик тот же. Ну, тот же хариус, допустим, на Печоре-то почему бы и нет. Я говорю, вот сколько прошло? 3 дня уже, да, пролетело. И хочется и там успеть, и здесь попробовать. Вот сегодня идет 4-й день. И как бы уже собирались домой, а теперь вот уже думаю, может не полениться, почистить рыбу, подсолить, да еще на денек остаться. В общем, не знаю, сейчас вот мы это дело все. Буры там на озере оставили. Красота. Ну ладно, тогда отменяется. Здесь электрический только и все. Тогда отменяется. Буры-то все на озере. На электрическом-то пару лунок, так думаю, 30-40-то, наверное, еще хватит. Пешня на озере. Так что Пешня на озере. отменяется без пешни на лед ни в какую. Ладно, тогда поедем проверим жерлицы. Попробуем лунок, там уже километр. Пройтись по лункам, пробежаться. По старым лункам пробежать, потом уже новый будет. А потом уже видно будет. Я говорю, долго
Дольше минуты там делать нечего. То, что рядом стоит, оно клюнет. Лучше пойти следующую, а потом время пройдет, вернуться и опять начать вот так вот. Так поймаешь больше. А так вот сидеть один, ты поймаешь, ну, второго окуня, может быть, там через полчаса. Потому что движения как такового тут нету, как я понял. Потому что вроде не ловится, 10 метров взял, лунку опять поймал. Так вообще красота такая. Просто Окно прям на реку выходит, да? не представляю, когда это все растает, это снег будет еще ниже, получается, Печора вообще как на ладони будет. И вот эти моменты, как ледоход, вот все такое, вот это переломный момент с весны на лето. Тут уже уточка прилетит, и рыбалочка где-то там, одно другое. Не, все-таки Республика Коми, это, мне кажется, самый лучший регион, ни с чем не сравнимый. Тут пусть лето короткое, да, но оно есть, оно даже жаркое. Пусть эти 3 недели даже лето бывает. Зима раньше была очень морозная, теперь она, ну, теплая зима, ну, как бы все равно. С одной стороны, конечно, это не очень, может быть, для рыбалки там. А с другой стороны, комфортно, зато нет больших морозов. Снега достаточно. Весна, осень тоже свои преимущества есть. И ягоды здесь всякие растут. Не, ни на что не поменяю Республику Коми ни за какие деньги. Вот скажут, вот перейти там какую-то южные края, да, ближе к морю, туда-сюда. Даже работать не надо, мы тебе там будем денег платить, там, 1050, скажем, месяц, чтобы тебе хватило для проживания. Я бы сказал, это каторга. Мне 10 дней это в отпуск ездили с семьей на море, я не знаю, перед 2-3 дня побыл, а потом не отсчитывал, когда они накупаются, да это, я там не могу. Я там от скуки просто, не знаю, через год, наверное, уже и ласты склею. Вот она. Все-таки не зря говорят, где родился, там и сгодился. Лучшее место на земле — это Республика Коми. Чем волка не корми, все равно в лес смотри, да? Домой. Шо, домой, да. Домой, пора домой. Даже вот живу в Троицке, да, получается, ну сколько тут? 40 километров. Сюда приезжаю на свои родные места. Я здесь дома, а там что-то уже не то. Там все-таки это не дом. Ну, возле дома, но не дом. А вот это действительно я дома, на родных просторах. Каждый кустик знакомый с детства. Каждая тропинка. Это красота. Сегодня солнца нету. Сегодня пасмурная погода. Пасмурно, с одной стороны, хорошо, хоть лицо как лицо будет, а то уже Серега, он вообще как уголек стал, блин. Не спешим сегодня. И ветерок вроде, ну он есть, но такой уже Так что умеренный. Не, это не такой. не знаю, что сегодня успеем, не знаю, что где проедем. Ну, что получится, то получится. Это мы увидим. Так что до встречи на озере. Ну здравствуй, озеро! Ай-яхо! Пешню возьми! А вдруг примерзли? Все.
Просто хоть одна, блин. Один единственный загар, блин. Да, я думал, будет лучше. Ну, хоть один единственный, то хорошо. Дай бог, чтобы там была щука. Ну чё, Сережка, действуй. Нет. Чё нет, давай, давай. Действуй. Камеру чуть-чуть, наверное, туда надо. Немножко повернуть. Не, вот так. Вообще надо поставить. Вот так вот. Вот так стоять будет. А он аж не подогнул. Так. Так вот, да? Задницу видно? Все, действуй. Сейчас мы посмотрим, что там Серега вытащит нам. Одна единственная сработка. Ну, я говорю, тут сейчас 100% даю, что все живцы мертвые. И надо сейчас взять живцов и все равно пройтись по всем жерлицам и поменять живцов. Что-то не хочет дохлого живца щука брать. Хотя вот это по-любому уже дохлого взяла. Наверное, я так думаю. Вчера вечером же не сработанная была. Опа, телефон у тебя упал. Леска не размотана. Не размотана? Нет. Хреново. Леска не размотана. А как? О, не замерзла. Не размотана. А почему? Дернула и бросила, плюнула. Так что, наверное, скорее всего так. Подсечку не забывай. Не. Пусто. Пусто, пусто. Пусто. Так что берем живцов. А? Тусаны и то один раз. Только один раз ухватило, видать. И выплюнула, да? Схватило и выплюнуло. Так что меняем живцов, берем живцов, меняем дохлых живцов. Кушать они не хотят. Да. Печальное начало. Вчера зато слишком веселое было. Да, вчера веселее было. А потом было затишье. Может, сегодня наоборот? Все. Берем живцов. Я, наверное, прокачусь. А ты занимайся, наверное, живцами. Поймать свежих живцов. Хотя ведро у нас одно, да? Хотя у нас кан пустой. Ладно, будем заниматься чем-нибудь полезным делом. Пробуем утренний клев на блесну. Лунки сильно не замерзли. Оп, есть. Есть, Серега, первый! Есть вот первый окушарик. Вот такой вот негритенок, чернявенький. Для живца крупноватый. Ну, клюет, значит. Вот не знаю почему, но местного окуня щука здесь берет совсем нехотя. Самая лучшая наживка — это, конечно, плотва. Вот этот еще крупнее. Это плотва. Она потому что вода здесь темная, как чай. Рыба вся темная, а плотва, видать, хорошо выделяется. Но она очень быстро дохнет. Блин, узел на леске. Это не есть хорошо. Может подвести, если что-то крупненькое будет. Если окунь стоит возле лунки, он вроде как бы берет. Просто надо бурить и искать его. Вон, 2 штуки было. 2 штуки Серега вытащил с одной лунки. Получается, он берет, если есть.
Это уже хорошо. Может, солнца нету сегодня, может, получше дело пойдет. Посмотрим. Конечно, хотелось бы щучку, но... Ну. Ладно. Попробуем еще эту луночку. И кому-то надо ловить живцов, кому-то менять жерлицы. Иначе так дело не пойдет. Жерлицы простаивают пустую с дохлыми живцами. Надо менять живцов. Все-таки, если немножко он шевелится, хотя бы первое время, часа 2-3, это уже шанс. Так, первым делом самолеты. Ну а девушки потом. Говорят, что мы пилоты. Небо наш, родимый дом. Небольшой заморозок все-таки был, но очень небольшой. Скоро здесь будет огромная майна. Это все расплывется, растечется, растает, и здесь будет очень опасно. Так что палку отсюда не убираем, чтобы народ видел, чтобы ненароком не попасть сюда. Так, немножко бы воды набрать, но воды пока чистенький. Ладно, блядь, ветер разбил. Смотрим, сохранились ли наши живцы. Живчики. Живые. Придется высыпать всех вместе с мальками, с окунями, потому что не будем мы ждать, когда поймаем живцов. Вот, практически все живы. Если бы мы их оставили так в ведре, то сомневаюсь, чтобы что-то выжило. Так, Серега уже тут. Поехали проверять. Не проверять, наживлять по новой, все по новой. Взяли сегодня с собой питьевой водички чистенькой. То озерную такую воду, как чай, не попьешь, а пить иногда бывает охота. Убили негра, ни за что, ни про что. Суки замочили. Что, все взорвал? Все взорвал? А, попробовать тоже пару раз закинуть. Вот эту блесенку большую попробую. А? Там еще не взрывало. Не, вот здесь вот на мели попробую, да потом уже начну. Сегодня вроде ветра нету, куртку можно снять, надеюсь. Все, живцы живые все. Это радует. Не то, что циркуляция идет, а в ведре бы они задохнулись. Тем более литком бы закрыло, и все, кислорода нет, и труба. И сейчас живцов поменяем, поедем на другое озеро все-таки. Что-то не очень, да, не очень, не ахти, так сказать, клев, не ахти. Там, я думаю, будет лучше. Черные, эти чернявые, а там черные. Но здесь типа я вот немножко загорели, а там типа ты совсем черные, как угольки. Живцов, сработочка. Насадил на гальянчиков.
Так что, может быть, это и окунь. Но что-то сработало. В общем, на двойничок цепляю одного и другого гальяна. Сработало, но не тащит. В принципе, гальяна, что там жевать-то? Надо подсекать, я думаю. Не-а. Вон 2 гальяна. Возможно, это окунь, конечно. Решил проэкспериментировать. Опыт рыбалки на гальяна у меня есть. Ловил я щуку на гальянчиков. Сейчас попробуем на игру. Вот так вот. Ну, кто-то хапнул. И тут же сразу выплюнул. Почувствовал крючок. Щука здесь почему-то, я не знаю почему, очень осторожная. Ладно, не будем тратить время. Надо будет, еще возьмет. И еще я заметил, жерлицу устанавливал Серега, и живец прямо лежал, получается, на дне. То есть максимум один оборот делал, это получается грузило поднималось немножко, чуть-чуть, а живец с поводком лежал там. Тем более тут тина на озере, тут надо 1, 2, 3, пожалуй, 4 или 5 даже, чтобы он хотя бы над этой грязью, над тиной был. А у Сереги, получается, живцы лежали в этой тине, и они были незаметны щукам. Не знаю, посмотрим сегодня. Приподнял, кое-что насадил на окушков немножко. И вот, которые двойнички поменьше, потом начал насаживать на гальянчиков. Сейчас посмотрим, что принесет нам этот эксперимент. По-всякому пытаемся, экспериментируем. Ну а как по-другому? Я так думаю, что-нибудь да должно все равно сработать. Вот одна заработка уже была. Жалко, что холостая. Почему-то думал, гальянчика он загладит сразу. Может быть, это окунь. Гальянчика хап. Ладно, посмотрим. Эти вот такая вот наживочка пойдет на хищника. Вот 3 малька. Я так думаю, там они, если щука рядом стоит, трудно будет удержаться, чтобы не хапнуть. Такого они еще точно не видели здесь. Каждую лунку, пока я проверял жерлицы, менял живцов. Серега, сколько тут? С десяток поймал где-то? Да, где-то. О, ворон. 2 ворона сейчас окуней будут собирать. Сейчас они быстро соберут. Во, видишь, уже пикируют. Заметили, блин. Вам мы ловим, да. Перелетели халявщики. Опа, есть окушок. Это пойдет для живца. Вон Серега, смотрю, здесь поймал тоже окушка с этой лунки. Он и так уголек на снегу лежит, вообще черный становится, блин. Оп, это что-то висит уже? Нет, блесна заклеснулась. А скоро поедем на другое озеро. Попробуем, что нам раскаленное озеро скажет.
швейцарской немножко угостила окушками. Оп, оп, есть. Есть. О, этот уже более-менее. Одну щучку подарила. А щуку, надеюсь, что-нибудь еще да поймаем. Потому что здесь щука есть. Только походу она здесь очень хитрая. Что там? Сколько у нас? О? Как вчера уже надергали, да? Штук 15 уже есть. Серега там что-то руками машет. Нашел золотую лунку окуневую. 3, 4, 5, 6. О, этот приличный, да? Молодец. Нашел лунку. Поклевки по возрастающей. Сначала вот такой вот малыш клюнул, живчик. Потом чуть крупнее. Потом еще крупнее. Если есть окунь стоит возле лунки, то он... Вот самое большое 6 штук, да, поймал с лунки? Да, 6 штук. Я говорю, тут десяток бывало прошлый год. И надо уже буриться. Вот 5-6 метров пройдешь, пробуришься, он опять стоит окунь. Опа, поклевка была. Ты все на мормышку, да? С опарышем? На мормышку, с опарышем. Опа. Оп. А я блесенку. Я балдею от блесны, блин. Когда еще ловится что-нибудь на них. Надо на то озеро быстрее поехать, там окунь покрупнее, веселее немножко. Приятнее дергать, если он ловится. Ну, должен, я так думаю. Если здесь ловится, значит и там должен ловиться. Да, здесь сегодня повеселее, чем вчера. Вчера тоже было, но не так. Так, ладно, Серег, ты лови пока. Я за буксом пойду, пакет возьму. И по пути уже соберем все это. Ну, Я пока дойду, лови, можешь эти там лунки половить, обловить, побуриться можешь, если успеешь. Сколько тут? Метров 300-400 ты есть, наверное, да? До букса только. А так озеро длинное. Вот линия. А раньше телефон, радио. По этим проводам шло по деревням. А теперь провели кабель в земле. И эти линии никому нахрен не нужны. Столбы попадали. Что стоят, пока стоят. Провода лежат в лесах, в болотах. Кому надо, забрали. Что подальше, кому не надо, в трудно и доступных местах, так и висит. Бардак. Собирай урожай.
Не считал? Ну, поболее вчерашнего, поболее. Наверное, около 40 где-то, да? Больше, мне кажется. Килограмма 3 есть, да? Ну, около того, да. Еще там немножко есть. Еще там 6 штук. Как-то вот так. Начало есть, порыбачили, потаскали немножко. Сильно не зацикливались, потому что переезжаем еще на одно озеро. Раскаленное. Там окунь должен быть покрупнее. Посмотрим. Если будет ловиться, это будет шикардос. Что-то непонятно. Только что проезжали, было все нормально. Тут бац, авария. Я не понял, а что переворачивается? Ветром, что ли? Или что? Я не пойму. Что оно аж так падает, блин? Никого? Никого. Вроде ветра такового нету, блин. Один, да? Да. Ладно, тоже окушка второго маленько зацепит. Еще одна авария. Давай поднимай, Серега, щуку. Подсечку не забывай, здесь вымотало все. Подсекай. Идет? Нет. Нет? Ну вот. И пусто опять же, Пусто, да? Мальков пошибали. И вымотало полностью. Угу. Так что с мальками что-то пока неудача. Ну здравствуй, раскаленное озеро. Мы опять здесь. Прошел год, как мы здесь были последний раз. Как мы видим, уже кто-то побывал. След от бурана. Лунка вторая. Ну что-то мало. Буквально несколько лунок. Десяток, наверное. Ну попробуем и мы. Позапрошлый год хорошо с Григоричем половили. Прошлый год не очень. Посмотрим, что будет в этом году. Приступаем. Так, лунки свежие. Возможно, кто-то был сегодня. Буду пробовать только на блесну. Только вот большая блесна от Мишки Пантелея. Поменьше беленькая. И такая же желтенькая есть. Попробуем все. Что лучше, что хуже, покажет время. Озеро здесь глубокое. Рыба здесь только окунь, никакой другой рыбы нет. Все, нашел дно и приступаем. Раз, два, три. Ну, здесь рыбы нет. 3 раза кивнул и никто не клюнул. Блесенкой? Нет. Ну, пробуй, давай мормышкой. Но так, по идее, здесь окунь блесну любит больше. Но попробуй. Сейчас, что покажет. Пока тишина. Клюнул, да? На мормышку? Ну вот, видишь, мормышка сработала, а блесна нет. Так что, может быть, и в этом году все наоборот. Возможно. Сейчас посмотрим, что покажет.
Да. Лунки вообще не замерзшие, да, были? Что, вторая поклевка? Видишь, окунь здесь получше, да? Даже не зашугал. Ветрище. Мормышка работает, Работает. а блесна нет. Вот и нате. Сила вся в мандате. Хотя на этом озере всегда было наоборот раньше. Ну и Серега же говорил, что тут только на блесну, говорит, клюет. Угу. Что-то поменялось. Попробуем блесну поменять. Попробуем поменять блесну. Ой, вот такую вот беленькую поставим. И такая же у меня еще желтенькая есть. Есть еще трехграночка где-то даже. Именная. Прямо на блесне Коми Рыбак написано. Так, ну-ка. Что нам эта блесенка покажет? Тоже ничего. Интересно, девки пляшут. Серега тем временем четвертого вытаскивает. Что-то и мелковатый окунь, блин. Такой же, как там, да? Такой же, да? Высоко от дна? Или как обычно? А? Высоко от дна берешь? Нет, На дне, да? И от дна, наверное, Ну. 5-10 Оп, есть и у меня поклевка. Вот. Этот крупнее уже. О! У меня тоже кто-то дернул. Может, действительно ниже надо немножко? Может, он на дне ползает? Собака серая. 5-10 сантиметров. Ты смотри-ка, а? Не хочет блесну. Ладно. Как ни странно, на весьма неплохое начало Серега он 6 штук на мормышку сразу выдернул по приезду. Клев полностью прекратился, и уже где-то, наверное, в течение часа бурим, кидаем блесну, мормышку, живца, голянчиков. Полностью отрубило, как будто его здесь нет. Созвонился с ребятами. С утра тоже здесь немножко поклевало, потом перестало. Поднялся сильный ветер, вон. Сдвигаются тучи. Сырой ветер такой. Скорее всего, будет дождь, наверное. Может быть, из-за перемены погоды или что, я не знаю. Как-то вот так. Вот там на том озере хоть нет-нет, да поклевывало.
Приехали сюда в надежде на окуня покрупнее. И, как говорится, попали. Куда попали, туда попали. Ну ладно, если не ловится, тогда сейчас перекусим что-нибудь, раз уже приехали. Потом попробуем еще. Нет, так вернемся опять на то озеро. Что-то на этот раз озеро нам не хочет давать окуня. Ну и ладно. 15 минут 4-го. У нас маковой росинки еще во рту не было. Чай попили только с пряниками и все. Ни 100 грамм, а тебе ничего. И мы хотим, чтобы что-то ловилось. Непорядок. В общем, пока не ловится, время 4 час. Пошли-ка пообедаем. Ну его нафиг. Пообедаем, а ближе к вечеру, может быть, что-нибудь да изменится. Ветрище. Как с такими ветрами до дождя недалеко, бля. И тучи такие нагнало. Ну, вон чистая погода куда ушла там. Да, вон. И солнышко было. Циклена, однако. Ну и ладно. Мы не гордые. Мы чай попьем. Рыбацкий тоже. Без рыбацкого клевать точно не будет. Рыбалочка бывает всякая. Бывает рыбалочка такая, что вытаскиваешь одного за одним. Бывает крупная рыба, бывает мелкая, бывает вот как сейчас вообще ни хрена не клюет. Но незаменимый атрибут любой рыбалки у нормальных рыбаков — это что, Серега? Это главное вовремя пообедать. Все верно. Попить чаю, да? А что еще? Ну и рыбацкие обязательно. Сегодня запоздали, вот и клев запаздывает. Устами Сергея глаголит истина. Так что Мы запоздали с обедом, вот и рыба запаздывает. яичницу хватит таскать уже. Пришла пора яичницы. Ай. Вот яичницу сейчас навернем с черемушкой. И жизнь наладится. И рыбка заклюет. Гречка. Гречка, да. Любимая гречка наша. Любимая гречка с тушеночкой. И на этот раз она горячая в термосе. Специально разогрели перед выходом, в термос запекали. Так что у нас сегодня горячий обед. Так, давай по-маленькой, быстро. И где-то часиков 4, наверное, начнет клевать. Это. Знали бы, не приезжали. Там хоть поклевывало, Там да? поклевывало, и там лес все равно немного вот это от ветра уберегает. Ну, естественно. Вот что творится, вот что творится. Ты друзьям тоже налей. Конечно. Марусин поясок. Маруся, раз, два, три. Ох, не снесло бы. Не снесло бы, не снесло бы. Взяли? Где взяли? Как Иван Григорьевич бы сказал, заяц! Это когда ветер сильно дует, чтобы ветра не было. Будем. Можно положить в это? А, чтобы ветром не улетло. Да, нормально. Ладно, друзья, в общем, у нас обед. А потом посмотрим. Скорее всего, должно. Но не обязано. Посмотрим. Серега неугомонный. Говорит, окуня килограмма 3 поймали. Вы уже отобедали. Уже и по 50 грамм маханули. После обеда все лунки осмотрели. Это где-то, наверное, около 30 лунок. Не меньше. С этой стороны, с той, где обычно ловится. Утром на этих лунках ловилось. Самое интересное, мы только приехали. Серега с одной лунки 6 штук выдернул в течение 2 минут, наверное, да? Не, меньше. Это минуты 2-3, не больше. У меня было пару поклевок.
потом как отрезало, и все. Да. Ни одной поклевки. Вот сейчас вот я обошел, одна единственная робкая поклевка на блесну была, и все. Но это не серьезно. Поменялась погода, и так резко упало давление, что рыба просто в стопоре, может быть. Так и на том озере-то ловилась ведь тоже с утра. Мы решили, что это мелочи, пришли за крупным окунем. Дело в том, что здесь же на первую же лунку сел, получается, на первую же лунку, блядь. С первой лунки же сразу вытащил. Так что это загадка природы. Времени осталось светового буквально час. У нас еще длинная обратная дорога. Надо заехать на озеро, посмотреть жерлицы. В общем, едем. Выезжаем на озеро. Я уже готов был ехать домой. Серега говорит, смотри сам, но я бы, говорит, остался. Ну, оптимист, что говорить. Да здравствует оптимизм. Так что остаемся. Надо было нам просто возле лунок тогда рыбу почистить. Или там на том озере уже почистим. Чтобы в избе воду не тратить. Почистить, помыть. Сегодня сварим уху, наверное, да? Да. Так что сегодня вечером нас ждет уха из окунька. Так вот. Поехали. Так, ну что. Спасибо, озеро, за 6 окуньков, что Серега поймал. Я видел только 3 поклевки. На блесну, на балансир и на другую блесну. Первый раз, что я здесь не поймал ни одной рыбы. Ладно, ладно, мы еще это припомним. А сейчас мы быстренько переезжаем с этого озера на то озеро, откуда приехали, где были утром. И раз, мы уже здесь. Мы опять на том же озере, Царском. И на Царском озере у нас раз загар, 2 загар. Там вроде 3, да? По-моему, да. Вот здесь 4. Видишь, вон 4. Да, 4-й. У нас 4 загара. Так И что- дай бог на закате этого грустного дня немножко веселья. Давай, Серега, тащи щуку. Тащи щуку. Смотрим, размотано до петли. Давай, давай. Подсечку не забывай. Что-то есть, но маленькая. Маленькая. Маленький окунь. Слишком маленькая. Слишком маленький. Что, у нас Маленький. живцов нет, да? Живцов нет. Да, кидай пока. Пока Пока кидай так. закинем так. Живцов нет. Живцов надо добывать. У нас еще 3 флажка осталось. А добывать... У Сереги есть шанс. Да. Ну когда ты щуку-то вытащишь, а? Она уже сегодня срабатывала, да? Да. Это где мы окуня вместо малька, по-моему, поставили. Тащи. Кто-то здесь бродит, ходит. Подсечку не забывай. Нет. Нету. Ну что-то тебе не хочет щука идти. Есть. Тихо, тихо, спокойно, спокойно. Опа-на. А говоришь, нету. Как подсек это вообще. Ну гуляла. Такая же практически, да? Да. Вот, Янскадан. Такая красавица. Душечка железная. Вот она память. Щелк. Вот Такая. Янскадан. Красавица. Не пусто. Хотя бы в день по одной, и то хорошо. Да. Не зря. Не зря. Ну вот и Сережа обрыбился. Все-таки берем упрямством, настырностью. Никак не хочет нам идти щука. А мы и так, и при всем бесклёве все-таки взяли мы вторую щуку. И это здорово. Ура, ура, ура. И у нас еще есть один загар. Вот там. Так, ну что, посмотрим. Вымотала полностью. Молодец. Что-то было.
уплыла. Видать, натяжки нету никакой. Натяжки нету никакой. Нету, никого нету. Пусто. Пусто. Выросла капуста. Попала на малька. Давай хоть мальку накидаем сюда. Одного малька съела. 2 мальков съела, получается. Собака серая. Нацепим окунька. На малька что-то у нас тут нет, да? Или... Окунек есть один? Вот еще один живой Да, окунек. еще один, да. Ах ты, я его уколол, он меня... А крючки-то какие острые, блин. Ну ничего. Ничего. Еще не вечер. Это еще только ранний вечер. Скоро стемнеет, вот это будет вечер. У нас еще день впереди. Да. Серега, мне страшно подумать, когда ты выйдешь в отпуск. Ты же меня месяц здесь держать будешь. Сегодня 2-ю. 1, 2, 3, 4, 5. Ловись, рыбка. Большая, вот такая. Как-то вот так. Рыба легла спать. Не клевала, совсем перестала. Начал, скоро уже стемнеет. Если Серега сегодня хочет замутить уху, картошечка, говорит, есть. И чтоб там не вошкаться в избушке с кровью, с грязью, слизью. Мы сейчас быстренько почистим рыбу здесь. Помоем в лунке. И будет все красиво. И в избушечке будет уха у нас сегодня. Что, встречаемся уже на готовой ухе, да? Да. Нет, пусть они сначала почистить помогут. Почистить помогут. Конечно. Почистить, помыть. Что, я один должен чистить? Все делаем вместе. Что так далеко сел? А? Что так далеко? Ближе к лунке иди. Ну сразу руки мыть, что такое? Сел за километр. Так. Этих опять на поселение отправили. Вот у меня еще это самый главный рыб. Вот, Тоже в уху. тоже в уху. Так, что, куда? Сюда будем, да? Ведро? Да, конечно. Сюда уже чистую, так что чистим, моем и сюда уже чистенькую. Потому что в избушке это будет хлопотно, грязно. Вообще не люблю в избе. Камешек не взял с собой. Вообще не люблю в избе рыбу чистить. Вообще. Это конец фильма. Что, хватит этого, нет? Этого? Да. Ну, если только для запаха. А так же нам Мне кажется, с него даже запаха не будет. Нам что-то еще поесть надо. Что, покрупнее, помельче, всех подряд? Да все подряд, что под руку попадет. Будем резать, будем бить. Чешую-то тоже снимать. Да, конечно, делать что ли нечего еще, чешую Не снимать. будем чешую снимать. Нет, конечно, кто с окуня чистит чешую? Оксана чистит. Прежде чем ухорить. Ну, вообще чистит, да, полностью его. Не знаю, я никогда не чищу. Я почему и спросил. О, икра. Икру куда? Да он тоже, я икру это, видишь, тоже с икрой попался. А что его уже? Сюда. Было, Смотри, завтра здесь рыба будет. была бы отдельная посуда какая-то. Можно икру собрать.
что вот как-то вот так. Сегодня будет у нас рыбацкий ужин, действительно. Сколько? Да, не все с икрой. Что мы полезное дело делаем, что? Да, полез. Это, как оно, кесарево, да? Да, кесарево. Видишь, сразу А молоки-то нету. А вон молока. Сейчас мы, сейчас мы им перемешаем здесь. Гоголь-моголь сделаем. Так они, мне кажется, сейчас это все сожрут сами, блин, завтра. Завтра здесь в этой лунке рыба будет. И телевизор, там мальки плавают, и икра, и молоко. И мальков подкормим. Да. Не знаю, там в бутылку-то как попадет, не попадет. Ладно, пол-ведра почистим, нам хватит на уху, да, в котелок? Котелок бы такой еще найти. У нас же там есть котелок. На пол ведра-то рыбы. О, молоко, так что икра, оплодотворяйся. Не только девочки, но и мальчики тоже есть. Все, наверное, ничего же не видно. Ладно, встречаемся в Ухте. Ухте! Ухте! Ухте, привет. Хотел сказать в избе, потом Уха что-то получилось Ухте. Встречаемся в Ухте, да. Вот это я дал жару. О, здравствуй, избушечка, еще раз. Мы опять к тебе приехали. Хотели уже попрощаться, да? Что-то не получилось. Не получилось, просто не захотели. Не захотели, да, вернее. О, хорошо. Как домой уже приходишь, блин. Частично уже было собирали, знал бы, ничего не собирал, ничего. Пауэрбанки, все такое. Пауэрбанк. Да будет свет. Так. Та-тань. Ну вот и все. Всем доброго вечера. Скоро будет ужин. Так. Что мы там готовим? Уха. Сегодня у нас на ужин уха. Наконец-то. Мы уже, блин, здесь 4 дня, да? И четвертый ужин получается у нас уха. Наконец-то наловили на уху за 4 дня. Вот это мы рыбаки. Четвертый ужин у нас будет сухой. Наконец-то. Пока ухи не поели, домой не поедем. Уха с черного бархатного окуня, блин. Да, загорелого. Загорелый повар-кок готовит уху с загорелого окуня. Завтра можно будет с чистой совестью домой ехать. Ухи наконец-то поели. Сейчас сделаем, что, вечером продегустируем. Лучок, картошечка. Все как надо, да? Да. Там приправы где-то были, наверное, лаврушки. Что, там тоже у меня есть. Ладно, разберемся. Не буду соваться, не буду. Я понимаю, тут советы не нужны. Вот и ужин. А на ужин у нас сегодня вот такая вот вкусняшечка. Кто скажет, что мы не рыбаки? На крупном плане показали. Нет, крупным планом я показывать ничего не буду. Вон, ну, тут все понятно. Картошка, рыба и вода. То есть это не рыбный суп. А, нет, уже рыбный суп. Картошка есть, это рыбный суп. Уха это когда рыба, вода, соль и там лук, может быть, немножко там это. Так. Планировали выезд на 2 дня, получается сегодня 4-я ночь. Завтра 5-й день, да. Завтра 5-й день. Держи. Вот. У нас 2 последних ломтя кусочка хлеба. Последние
пол-литра рыбацкого. Что у нас еще последнее? Есть еще у нас палка колбасы вареной, 2 банки рыбных консерв и 2 банки каши, кстати, еще есть. Завтра завтракаем кашей, подогреем, каша будет. Так что Гречневая. Нет, рисовая с мясом там, самодельная, я сам делал. Вот. При желании рыбы есть, соль есть. Тут даже в холодильнике макарон там это, можно еще дня 2-3. Но, Да можно рыбу и жарить можно. да, с рыбой можно делать все, что хочешь. Но заканчивается хлеб, вернее уже сегодня закончится. Да. И заметьте, какие большие уши стали. Вот такие, уши. Пухнут уши у Сергея. Сами понимаете, от чего. Как хорошо, что в 2016 году бросил курить. Но, в принципе, я сколько курил, столько и бросал. Всю жизнь я. Лет 17 начал баловаться, всегда хотел бросить. Ну, просто всегда бывало. Неделю, 2-3 не курю, потом раз опять. То есть, лет 30 бросал. Но всегда хотел, и все-таки я победил эту заразу, и уже получается 6 лет, 2006, 7 лет будет этим летом. Я поехали в командировку, и я там полностью бросил. Вот. Так что это очень хорошо. Сейчас, кстати, модно, многие курить бросают. Так что давай, сегодня вот ты начал, уже целый день не курил. Домой приедешь и даже начинать не будешь. Скажешь: Оксана, вон, хоть одна польза от рыбалки. Я курить бросил. Да. Че, не смеешь? Попробуй, да? Надо попробовать. Вот. За это надо выпить. Так. Ложечку. Наверное, там оставил. Вот твоя ложка. Это твоя. Так что за Здоровье. за здоровый образ жизни. Да. Это вам. Это нам видно, хоть нет. Так, ну-ка. Да, видно. Вот это ваша стопочка. Это наша. Сегодня мы будем ужинать настоящей рыбацкой ухой. Вот ловилась, да? Ну, ладно, выпьем, потом будем болтать. Тебе это воде. Ну, вот ловилась, да? Лови. Нет. Мелкий, да, ну где 5, где 6, там, где 3, где 4. Это не засиживались просто. Там, по лункам прошлись. Сегодня замучились чистить. Всю рыбу мы перечистили, короче, сегодняшний улов. Стало где-то около 3-3,5 килограмм, наверное, да, примерно так, в ведре чищенного. Это чисто окуня, без щуки. Чисто окуня без щуки стало чуть меньше пол-ведра. Килограмма 3-3,5. Может быть даже 4. Плюс щука там вот такая вот, да, видно, вот такая толстая, такая. Серега вытащил сегодня. Ну вот весь сегодняшний улов. Так нет же, поехали на это озеро, которое в болотах, на раскаленное озеро. И там пошла, да, сначала такая. Кстати, хотел вопрос задать. Почему раскаленное озеро назвали? А? Раскаленное озеро, почему назвали именно это раскаленное озеро? В переводе с коми. Ага. По коми Дон ты. Дон это раскаленный. Ну, коми же тоже не просто так назвали его. Ну, не знаю, Дон ты. Никогда не так Без назвали, понятия. почему Дон. именно раскаленное озеро. Ну, вот в Коми есть такое село Дон, это в Усть-Куломском районе, я знаю точно. Может быть, Дон это не только раскаленный, а Может, с другого диалекта. Дона. Дона это дорогой, получается. Дона это дорогой. Но тогда было бы Дона ты, дорогое озеро. Дон. Также можно и перевести, озвучивать. Цена, тоже Дон. Уч-Дон, зарплата. Вот цена. Вот. Я не знаю, чем связано. Ну, как назвали, так и назвали. Не, просто я к тому, что... Вкусно, Вкусно. вкусно.
Приправ немного переборщил, но вкусно. Приправы в тему. То есть так, и перчинки немножко есть такая. Это реально вкусно. А мы, блин, сидим с всякими, да, питаемся хрен пойми чем. Когда можно каждый день такую уху готовить. Так что как-то вот так. Выехали на рыбалку на 2 дня. Хотели выехать в четверг. Сегодня у нас уже пятница. А так получилось, что не то чтобы затягивает, а просто я Сереге говорю, ну что, едем домой? Ну, как бы сегодня собирались уже. Или остаемся? Он говорит, мне все равно, но я бы остался. Я говорю, ну, остался. Потому что, я так думаю, до открытия охоты, ну, я так прикинул, возможно, у меня еще получится съездить куда-то на рыбалку. Если нет, так вот, может, возле поселка еще порыбачу. А у Сереги все, сейчас будет рабочие трудовые будни, и это получается у Сергея закрытие. У меня закрытие зимнего сезона. Он говорит, если можно, говорит, давай еще на день. Ну, давай, прикинули так. Даже зная о том, что сигареты закончились, все равно, считай. Я даже этим пожертвовал. Нормально. Хоть легкие немножко прочистятся. Так что затягивает это. Да, погода немножко испортилась, да, ловиться перестала. Затягивает, ну, вот неохота уезжать. И, конечно, когда думаешь, сначала вроде не клюет, вроде уже и настроение упало. Ну, не то. Ну, нету поклевок, ничего. А когда начинаешь думать о том, что надо выезжать домой, Там точно клевать не будет. там нет, там, да, там уже у тебя совсем другое, ну, отношение к этому всему. И думаешь, нет, давай-ка я завтра вот будет точно клевать. Ну вот, ты И же так сегодня, каждый день. ну ты же сегодня вытащил Да. щуку. Не, Как- я вообще не жалуюсь. Как само это ощущение? Если честно, когда Не понял, да? та срывалась первая, Ну. там адреналинчика хапнул. А тут уже как-то спокойнее было. Так что на ваших глазах рождается, да, не то чтобы рождается, скорее всего уже родился еще один напрочь больной, на всю голову больной рыбалкой человек. И лечиться, говорит, тоже не буду от такой болезни. Нет, Закрывай. это таких болезней нельзя, нету лекарств, не придумали. Это точно. Ну, за это и надо выпить, за больных рыбалкой. Рыбалкой болен, лечиться не собираемся. Будьте здоровы. За рыбалочку, за рыбаков, за нас, коллеги. Вот. Ну, заканчивается еще один день, завтра новый день. Завтра будем решать, оставлять ли жерлицы или нет, потому что Серега хочет на выходные приехать сюда с сыном, если получится, если дороги не рухнут. Матвей, говорит, хочет на рыбалку с ночевкой. И чтобы как бы не выставлять жерлицы по-новому, как бы я оставлю, а он порыбачит день-два и потом соберет уже сам. Вот. Но это будем решать уже завтра на месте. Так что на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Всем пока. До новых встреч. Она уже будет завтра. Завтра у нас с утра проверка жерлиц. Ну а потом все по обстоятельствам. На раскаленный больше не хочешь? Да что-то как-то неохота больше. Ты просто не попал туда. Да. Прикинь, с утра там такой клевый. Ну завтра Не, говорят, ну можно съездить. ну, там долго ехать. Долго ехать. Завтра, в общем, передают дождь со снегом. Так что под занавес мы еще и получим от природы всю погоду. Ладно, это будет завтра. На сегодня все. До новых встреч. Пока.